5 часов утра. Проснулся только что. О, погода вроде радует. Сегодня собираюсь на болото сходить, где я обычно охочусь. Там, наверное, немножко посмотреть. Там, может, шалаш чуть-чуть отремонтировать. О, как прекрасно. Свежий воздух, и на улице прохладно. 12 градусов даже сегодня. Конец марта. Да, я еще без штанов. Холодно. Вот мой урожай мартовский. Купил в магазине лук. Лук уже такой мягкий, старенький уже, прошлогодний, продают. И вот за сколько, где-то 5 дней, наверное, зелень где-то вот так 2 штуки, наверное, было. И вот тут еще вот так ломаные были. А сейчас уже вон, как видим, за 5 дней или, может, неделя, наверное, еще не прошла, и вон какие уже зелень. Землю насыпал, водой поливаю, и вон что уже. Хорошо. Все. Будем кипятить чай. Наберем термос. Возьмем тормозок небольшой и сходим в поход. Кипяток в термосе. Все уже, чай готов. Все уже готово. И по-быстрому еще быстрый завтрак еще сделаем. Ну, не завтрак, а даже в лесу чай попьем. Сделаю такой бутерброд, так называем, будем называть. 3 яйца и щепотку соли. Щепотку соли вот столько добавляем, больше и не надо. И все это дело взбиваем. Ровно, тщательно будем взбивать. Конечно, если миксер, да, не стоит уже ради такой массы быстренько вилкой так покройте мне, и вот тебе тоже миксер. Все. Все готово. Дальше берем хлеб. На сегодняшний день у меня белый. Можно батон, можно черный хлеб. Я обычно черный хлеб ем. Сегодня пусть будет белый. Ничего страшного. И режем. Вот такие куски. Можно напополам. Я хлеб сразу вот, как вот обрезку сделали, поперек никогда не режу. Еще мне дед учил так, хлеб нельзя поперек резать. Это поперек жизни, как будто ты будешь жить. И как-то я запомнил, и режешь хлеб, и в длину я режу. В некоторых фильмах я видел, даже хлеб режут вот с угла до следующего угла, вот так. Так для красоты режут. Но у нас, вот именно в нашем селе, я с детства еще помню, как так хлеб резали на похоронах, на поминках. Так что у каждого свое, каждый по-своему режет. Но я рассказал, как у нас в селе режут. Поперек жизни, если так режешь, ты живешь поперек жизни, или на поминки так режут. Я режу, как обычно, вот так. Все, вот так 6 кусков. Ну,
я надеюсь, я думаю, что хватит для такое количества яиц, такое количество хлеба. У меня уже на плитке поставлена сковорода. Сейчас растительное масло нагреется и будем все это дело жарить. О, вроде сковорода уже нагрелась, вон как жар идет. Сейчас пробную партию закинем туда. Вот небольшой кусок хлеба. Вот берем хлеб и макаем вот сюда. Вон макаем. И уже отсюда такой хлеб. Вот. Вот, есть. Дорогие мои, еще кусок вот маленький. Да, хорошо нагрелась сковорода. Шурчит сейчас, шурчит. О. Такой завтрак можно сделать каждому. Блин, что-то весь хлеб ломаный, но пускай так будет, мелкими кусками буду положить. И такой завтрак каждый ребенок съест, потому что с утра мало у кого есть аппетит. А такое блюдо можно приготовить за 10 минут. Немножко вот еще. И когда в тайгу идешь по-быстрому или на улицах, на охоту, по-быстрому так сделал. Все пошел, вон так румяный становится. Видели как? Все аппетитно. Просто и аппетитно. Может, многие уже знают, умеют. Так, еще один кусок туда влезет. Пришлось сломать хлеб. Тарелка маленькая, что поделаешь. Да, отверстие там я сразу туда. Видите, что получается. Отверстием хлеб. Так, ну, на один хлеб еще осталось яйцо. Я поперек хлеб не режу, я лучше сломаю или вообще не буду резать. Поперек нет, вон, все румяное, уже готово. Вот это уже убираем. Так, это сюда него. Это тоже готово уже, вот. Вот так и готовимся. По ходу поеду я на набирание. Пешком не так близко, блин, все. Вылилось отсюда. Все нормально, все получается. Еще один хлеб. Макаешь, он пропитывает яйцо, хлеб. И жаришь вот все это дело. Так вот. Все. И остатку уже можно вот сюда. И все готово. Вот такой завтрак туриста. Это тоже готово. Буквально за сколько там 2 минуты на сковороде держишь. Сейчас выключаем, да, еще остается для жарки там. Ну, ништяк. Нет, уже. Хорошо. Все хорошо жарится. Вкусно, аппетитно и полезно. Все. Это уже на своем жару. Там немножко румянее не станет. Вот как золотистый цвет. Все вкусно.
деле. И запах такой приятный. Я Макдональдс не уважаю, я все по-простому, все делаю. Стараюсь все делать, есть все полезное. В городе там живут, да, себе травят, конечно, капитально люди. Особенно в больших городах. Вот так. Такое. Можно таким способом тоже яйце, колбасу подержать, пожарить, и то же самое получится. Вот это тоже уже готово, золотистый цвет такой приятный. Все, убрал сковороду. Сковороду убрал. Все, готово. Все готово. Быстро и просто. Дальше уже встретимся в пути, на буране, в лесу, в тайге и на болоте. Все, собираемся и поедем. Вот, видели, как аппетитно. Мама, не горюй, как вкусно пахнет. Все. Опа. Как же прекрасен этот мир. Все как. Здесь оставим. Лайка. Лайка Карелофинка. Встречает меня. Каждое утро так здоровается. Карелофинка. Айдуха, давай поход. Сегодня вместе сходим. Побегаешь хоть. Айда. А? Давай, выходи. Выходи, справишься. Вот она, родимая. Вот на нем и поедем. Вот еще я тут доделал подкрепление для спинки. Вот спинка, подкрепление заводское это. А я приварил еще вот и прикрепил болтами. 3 болта хватит. На 4 болта сделал крепление, но 3 штуки достаточно. И это спинка. Эту спинку можно переставить. Вот. Аккуратно так вставляешь. С одной и с второй стороны. Все. Вот и 3 секунды делал. И когда едешь, у тебя спина находится на спинке и легче сидеть. Все, заводим и приедем.
обратном пути побольше буду снимать. А сейчас буду ехать по этому болоту, по этой тундре вообще. Просторы, вон. Ну вот, основное проехали, уже почти на месте. Машина, рыбаки едут. Кто сейчас на машине ездит? Только рыбаки. Да, чужие скажи. Чужие, давай, ругай их. Ругай. Дома им не сидится. Дома не сидится. Бомбят наши реки, бомбят. Кирдык нашим рекам скоро будет. Да. Вон следы какие. Следы. Вот сейчас мы доехали вот по этому месту и приехали вон сюда. И вон ширда гладь. И вон бесконечность там. Все пустота. И за этим лесом там вообще вот еще туда, наверное, съездим. И вроде у нас хороший, даже можно пешком ходить. Вон. Нифига не проваливаешься. Я лыжи с собой взял, но уже без лыж смело можно ходить. И вон начну вот с этого шалаша. Вон, стальной шалаш я его назову. Стальной шалаш. Борта из металла, крыша все из металла. Не знаю, о чем они, охотники, думали, зачем так они сделали. Такой огромный. Можно печку сюда и можно ночевать даже. 1,5 на 1,5 где-то, или 2 на 2 даже. 2 на 2. Точно 2 на 2, наверное. Это слишком большая дичь. Не дичь, а перелетные птицы, они осторожные более. И это уже не замаскируешь, как сток сена станет. И вон там еще шалаш. Вон шалаш еще один. Более аккуратно сделано. С крышей тоже. И все здесь весной. Все в воде станет. Снег растает и вода становится тут. И здесь в уток и стреляем вообще. Ладно, соберемся и дальше поедем. Дальше поедем, наверное, лапник где-нибудь соберем и к нашему шалашу надо отвезти. Ради этого я взял прицеп. Надо лапники, чтобы уже весной прийти на охоту и замаскировать шалаш и дальше охотиться. Все, едем дальше. Ну и мы тоже на месте. Вон, поехали. Собрали лапники. Здесь выгрузимся. И вот так выглядит мой шалаш. Не раз уже, наверное, показывал. Каждый год, в принципе, показываю, рассказываю. Но из подписчиков, кто только что подписался, по-новому может увидеть, посмотреть. Там на спинке старый спасательный жилет, пенопласт там внутри. И очень тепло от пенопласта. На спинке там пенопласт вообще идеальный вариант. И где-то у меня вот 1,20 м, наверное, на метр. Ширина на 1,20 м на 1,20 м шалаш. И все это лапником буду маскировать и будем охотиться весной. В принципе, здесь тоже в основном там пустыри. Дальше, но там вода мало, воды мало, ну, быстро уходит оттуда вода. А здесь, вот в этом месте вода долго держится. Из-за этого я и здесь начал охотиться. Дальше там я тоже показывал, вон там дальше второй шалаш мой. Но вода, к сожалению, оттуда быстро уходит.
Все, выгрузим и поедем дальше. Такой нехитрый шалаш тоже. Даже раньше снимал тоже. Вот тут крепление у меня. Фотоаппарат сюда ставил и снимал. Есть видео весеннее, как-то начинал, когда еще снимал видеоролики. А тут уже лес, тайга. Ну что, выгружаем и дальше поедем. Разве это не красота? Ё-моё! Все в инее сегодня, все березы там на болоте. Ночь была холодная. Вообще супер. А там уже тает потихоньку все. А там в середине еще что-то морозы. И я буран здесь оставлю. Проехали, основное проехали. Буран здесь оставляем и сходим пешком до одного места. Еще хочу одно место показать. Старые охотники там охотились. Ладно, будем идти и рассказывать. Старые охотники охотились, в общем. И они делали шалаш из бревен. На охоте, когда на охоту хожу, издалека я всегда его вижу, а близко еще не приближался. Все, буран. Вот хороший нас сегодня. Нас вообще супер крепкий. Немножко спотело. Айда пусть тоже гуляет. Только вот не помню уже, по какому направлению надо идти, в какую сторону. Главное, чтобы не перепутать. Но ориентир сегодня, солнце есть. Примерно вот на правое плечо я буду брать солнце. И буду прямо идти. Вроде наст хороший. Погода отлично, прохладно. Многие в лес еще ходят, уходят далеко в тайгу. И многие путаются, в общем. Надо быть тоже весной более осторожным, внимательным. Идешь по насту там 40 километров на лыжах. И ночью может дождь начаться или вообще потепление. И кирдык, там останешься. Будешь проваливаться, невозможно идти. Частенько так и у охотников бывает. Глубоко тоже. Вон как. Видели, как широко здесь. Чисто все. Даже глаза не берут, такая ширь такая. Ну и одно время тоже я здесь строил шалаши, на гусей ходил. Что-то мне не понравилась эта охота.
Я ориентир, наверное, возьму. Там сосна. Вон. Вот на эту сосну и пойду. А так и ориентир надо брать. Вот, скажем, увидел где-то самое высокое дерево. И именно вот в одну сторону и идешь к этому дереву. Не знаю, как там у меня сегодня снимают. Напротив солнца иду. Непонятно вообще. Или же, скажем, в тайге идешь, однообразное такое место, везде кругом одни и те же деревья, но между этих деревьев все равно ты выйдешь сухостой. Взял направление к этому сухостою и идешь, уже все прямо у тебя получится. Так. Не помню вот только, где я видел этот шалаш. Вспомнить никак не могу. Это есть. Должна быть. Ну, конечно, погода сегодня приятная вообще. Тепло, солнце уже греет. Хоть воздух прохладный, но от солнца тепло вообще. Вообще тепло. Так, может шалаш уже старый, может уже развалилось все. Не помню вот только где он. Далеко сделали, мужики, конечно, далеко. Буран ставили. Ага, вон он. Бля, как будто после бодуна руки трясутся. Там уже видно село наше. Вон село. Вон видели. Дома. И самое главное, вон церковь. Издалека видно. Или деревья не так стоят, или же церковь как-то косо стоит. Чуть-чуть как будто право наклонился. Ну, верхние. Может и обман зрения какая-то у меня. Чуть-чуть как будто правее наклон. Или горизонт там такой. Вообще не по барабану, как они постоянно. Вот сосна. Сосна одиночка. Вообще. У нас хороший снег сантиметров 10, наверное, уже. Снегопад был. Сантиметров 10 навалило снега, в общем. Так. Здравствуй, сосна. Блин, я тоже на охоте там. Вот где-то в таких местах и шалаш у меня тоже был. Ну, чем дальше иду, тем больше села видно. Вон, больше домов. Вот, если бы там жили, как приятно видеть, там и речка там, вот на вершинке, на горе. Там и, скажем, как ледоход, вон школа, труба, как ледоход весной. Или вон даже болото от тех домов видны. Так. Ладно, буду дальше идти. Как увижу, найду, дальше буду снимать. А сейчас пока непонятно, где
в какую сторону. Просто уже давно я здесь не был. И ориентир пока не могу вспомнить, в какую сторону идти. Пока выключаю вообще.